Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас вашему вниманию будет представлен новый выпуск «Откровения оккультиста». Мы знаем, как долго вы его ждали. Но прежде чем вы посмотрите это видео, вынужден сказать вам несколько слов. После того, как мы услышали всю ту шокирующую информацию, которую рассказал нам наш гость, перед нами стал вопрос о публикации данного материала. Мы осознаем, что информация, озвученная в этом выпуске нашим гостем, может вызвать волну негодования и даже оскорбить чувства верующих. Мы ни в коем случае не стремились этого сделать. У нас не было такой цели. Заранее приносим извинения тем, кого слова нашего гостя могут задеть. Все изложенное в данном видео является исключительно точкой зрения нашего гостя. Это его мнение. Команда «Контроль теней» его мнение не разделяет. Все же мы не могли не опубликовать это видео, потому что в нем прозвучали многие ответы на ваши вопросы, которые вы оставляли в комментариях. Поэтому по вашим многочисленным просьбам, практически без сокращений, представляем вам откровение оккультиста. И снова здравствуйте. Огромная благодарность, что нашли возможность еще раз с нами увидеться. После последнего интервью нас буквально завалили просьбами выпустить продолжение. Люди очень ждут вашего появления. И я, кажется, понимаю, почему. То, что вы говорите и как вы это говорите, оставляет неизгладимое впечатление. Вот последнее интервью вы закончили словами, что людям сложно будет вас забыть. И судя по комментариям, так и получилось. Вас не смогли забыть. Конечно. А вы и не забудете. Ведь в чем сущность человеческая? К чему вы реально стремитесь, когда не врете друг другу? Когда остаетесь наедине с собой? Посмотрите честно. Вы хотите возвыситься над всеми. Вы хотите власти над другими. О чем думаете, когда смотрите на меня? И чего тайно желаете? Некоторые для виду ругаются, критикуют, осуждают меня. Но это только когда смотрят вдвоем или втроем, так, чтобы друг перед другом казаться крутыми. Но оставшись наедине с собой, каждый из вас мечтает стать моим учеником. Познать то, что знаю я. Иметь такую власть, какую имею я. Конечно, вы будете хотеть услышать меня снова. Практически у 90% людей есть это стремление к власти. На этом дьявол многих и ловит. Вопрос лишь в том, за сколько продал себя конкретно ты. Да практически все сейчас служат сатане, в том или ином виде. Практически все отдают ему свою жизнь просто так, ни за что, не понимая и не зная, что можно выторговать себе очень много. Просто надо знать, с кем торговаться и как. Вот нас осуждают, тычут пальцем, мол, вы, маги, зарабатываете на том, что служите сатане. Так и вы ему служите. Только делайте это бесплатно. Потому что если вы не идете к Богу, то значит вы идете к дьяволу и будете у него в рабстве. А к Богу просто так не придешь. Для этого нужно трудиться. Из-за того, что вы будете бегать по святым местам, ничего не изменится. Это вас не спасет. Даже если вы и обращаетесь к Богу, то о чем вы просите? Да вы от Бога, как от джина, хотите только получать. Так кому вы молитесь? Так что да, я зарабатываю на том, что служу сатане. И в отличие от вас, я служу за большие выгоды, за власть над вами. А вы служите ему бесплатно. Поэтому прежде чем осуждать меня, задайтесь вопросом, кто в этой ситуации лох? Раз вы затронули эту тему, я не могу не спросить. Вот вы знаете и понимаете, какая вас ждет послесмертная судьба. Почему вы выбрали служение сатане? Когда я выбирал, я этого еще не знал. Это было давно, в другой жизни.
В вашем понимании, это моя не первая жизнь. Если так в корень смотреть, то и меня когда-то тоже на пути соблазнила власть. Когда ты можешь направлять эти силы, влиять, когда ты можешь забрать чью-то жизнь, когда ты чувствуешь себя практически Богом, когда ты можешь направить на человека теней и превратить его жизнь в ад еще при жизни. А можешь наоборот, помиловать и избавить от страданий. Да из чего вы вообще взяли, что вам в аду после смерти будет чем-то лучше, чем мне? Некоторые считают, что лучше жить короткую жизнь и питаться свежей кровью, чем жить длинную жизнь и питаться падалью. А на самом деле они пытаются оправдать свой короткий срок жизни. Мне говорят, ну ты все равно станешь камнем в портале. А вы что, не станете? Я знаю, что не войду в портал, что стану камнем. Но зато я буду самым большим и красивым камнем на самом верху. С массой рабов под ним. У меня есть это здесь, будет и там. Поэтому я не боюсь смерти. Потому что вместе с собой я заберу множество жизней. А некоторые из вас даже мелкими камешками на дороге к порталу не станут. Давайте на чистоту. Если бы вам предложили жить на полную катушку, так, как каждый из вас мечтает в своих самых потаенных фантазиях, если бы вам дали возможность полноценно наслаждаться властью, согласились бы вы на такую жизнь? Да любой из вас всю свою жизнь отдал бы за 1 год такой жизни. А я уже давно так живу. И у меня впереди еще с десяток таких жизней, где я буду властвовать. И я буду верхним камнем на этой пирамиде жизни, пока не закроется весь портал. Ну а в жизни я простой серый человек. На улице вы меня не узнаете. Спасибо за вашу откровенность. Давайте по традиции перейдем к комментариям, которые оставляют наши зрители. Надо сказать, что у вас появилось достаточно много поклонников. Но есть и оппоненты, которые... Да, я читал. Меня очень веселит всегда, когда пишут обвинения, мол, я несу какую-то ересь. И еще отправляют к Библии, как к достоверному источнику информации. А у меня встречный вопрос. К таким людям. А вы точно читали Библию? Вы хотя бы открывали ее? Я уже не говорю о том, чтобы изучить. Потому что те, кто действительно ее прочитал от начала до конца, я имею в виду Ветхий и Новый Завет, и кто хотя бы просто поинтересовался, как писались эти книги, те такую глупость никогда не скажут. И они никогда не будут отправлять других к Библии, как к достоверному источнику информации. Вы знаете, сколько изменений и дополнений вносилось в тексты того, что вы называете священным писанием? Сколько раз их переписывали? Это как с законами, когда каждый новый президент приходит и прописывает их под себя, а не для людей. Так было и с Библией. Ее писали рабы моего хозяина. И писали не для того, чтобы вы узнали, как спастись от сатаны и прийти к Богу, а для того, чтобы укрепить свою власть над вами. Но это отдельная тема. Как переписывали не только ваши священные писания и всю историю. Сейчас не об этом. Так вот, я не только знаю Библию лучше вас. Я знаю еще и тех, кто ее писал. В отличие от вас, я знаю ваши религии. Знаю ваши писания. Потому что это моя работа. Я должен знать, с кем имею дело. И ни с одной религией в мире у меня нет противостояния. Потому что у нас один хозяин. Правда в том, что те, кто перехватили власть и построили на духовных знаниях религии, на самом деле направили вас на служение сатане. И тому есть масса доказательств, даже в открытой истории. А можете привести несколько примеров, что вы имеете в виду? Действительно, зачем философствовать? Давайте смотреть на факты. Это же ни у кого не должно вызвать сопротивление, правильно? Возьмем историю формирования вашей религии и историю ваших же церковных соборов. Что на них происходило?
кто не знает, соборы – это такие собрания высших жрецов, где они решают основные вопросы вероучения. Как вам правильно молиться, как креститься, во что верить, а во что нет. Собственно, практически все христианское вероучение, которое вы имеете на сегодняшний день, это результат деятельности таких вот сборищ жрецов. И это то, во что вы верите. Это те, за кем вы идете. Вы же верующие, правильно? Значит, решения соборов не должны вызывать у вас возмущение. Иначе вы тогда просто не сможете считаться верующим. Я понимаю, к чему вы клоните. Приведу парочку примеров, чтобы у вас мозги на место стали. Чтобы вы поняли, на что боролись те, кому в руки вы передали свою жизнь и свою послесмертную судьбу. С какой мотивацией вводили те или иные положения в религию. И к каким последствиям это привело. Вы знаете, что уже сотни лет вы являетесь обыкновенными сектантами. Ваши жрецы учат вас драться между собой, отстаивая, что только вот ваша религия единственно истинная, а все остальные другие – еретики и раскольники. Так вот, еретики и раскольники – это все вы, и являетесь таковыми уже не 100 лет. Возьмем, к примеру, знаменитый раскол 1054 года. Что тогда случилось на самом деле? Знаете? Ну, это известная дата, когда христианство разделилось на два направления – католицизм и православие. Это понятно. А смысл этого события был в чем? Давайте по порядку. Возможно, для многих это будет новостью. Но не всегда Папа Римский занимал такое положение в обществе, как сейчас. Это большой миф в головах людей, что начиная с Петра все последующие папы имели исключительный авторитет. На то, чтобы сформировать имидж Папы Римского как наместника Христа на земле, со всей этой темой про непогрешимость, ушло не 1 столетие. Плюс до идеологической проработки образа папы все прекрасно видели и знали, что на самом деле из себя представляли эти верховные жрецы. Папами становились люди алчные, жестокие и беспринципные, которые нарушали практически все каноны своей религии. Часто их назначали на должность очень даже светские ребята, власть имущие. Поэтому папа не то чтобы Богу, они даже своей организации не служили. Они просто отрабатывали полученную должность и выслуживались перед своими хозяевами. А что творили папы? Убийство предшественников, надругательство над их трупами, оргии прямо в храмах, инцесты. Это же все сохранилось в истории. Так это даже еще не весь список их заслуг. Вся их грязь и порочность настолько была очевидна людям, что про некоторых пап говорили, что после смерти их черти уносят в ад. А особо отличившегося, Бенедикта IX, даже называли дьяволом из ада в обличии священника. А потом вдруг резко папы стали непогрешимыми святейшими особами, наместниками самого Христа на земле. Откуда вдруг такой резкий перепад? И стали ли папы святыми только от того, что они сами об этом прописали в очередном указе? По сути, раскол 1054 года был больше выгоден римской церкви, которая на то время стремилась сосредоточить всю церковную власть в руках папы. А для этого нужно было сначала пропихнуть догмат о его первенстве, так называемый примат папы, его особый авторитет и статус. Это нужно было для того, чтобы закрепить за ним доминирующее положение над всеми остальными христианскими жрецами, чтобы слово папы доминировало над решениями соборов. То есть полное доминирование. Как нельзя, кстати, сюда подходит слово «примат». Вы вообще представляете, какая наглость? Многих возмутил еще и титул понтифика, который взяли себе папы. Это был древнеязыческий титул, который существовал задолго до христианства. Великий понтифик. Понтификс Максимус. Это верховный языческий жрец, буквально великий строитель мостов. Те, кто строит мосты, где-то я уже это слышал. На самом деле, даже само понятие раскола было таким ходом пропаганды. Да, в 1054 году католики с православными обменялись взаимными анафемами. Но тогда ситуацию еще смогли замять. Сам раскол случился позже.
А эти события получили свое значение Великого Раскола только 20 лет спустя, с легкой руки папы Григория VII. Кстати, непростой персонаж. Первое, что он сделал, когда стал папой, это издал документ под названием «Диктат папы», коим заявлялось, что только один папа непогрешим и не может ошибаться в вопросах веры. Поэтому никто не может его судить. Никто не смеет отменять решения папы, а он сам может отменять чье угодно. Папа объявлялся наместником Христа на земле. И отныне каждый канонически избранный папа заслугами Петра неминуемо становится святым. А также указ закреплял за папой римским право низлагать императоров. То есть, получается, он сам про себя издал указ и возвел себя и последующих пап в ранг святых автоматически. Лихо. Представляю, в каком авторитете он был у следующих пап. А вот наверняка у императоров и королей эта наглость вызвала негативную реакцию. Ну, конечно. Вы ж не забывайте, что все это еще и сопровождалось войнами. Кто победил, тот и диктовал свои правила. В итоге раскол стал чем-то вроде распределения сфер влияния. Церковь разделилась пополам, на восток и запад. А все потому, что в разделенном царстве проще захватить власть. Все по старой схеме. Как Иисус говорил, всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. Обращаю ваше внимание на такой момент. Если говорить по вашим христианским понятиям, исходя из определения раскола и определения ереси, то получается, с этого момента в раскол и ересь ушла вся католическая церковь. Это раз. Как развивались события дальше? Совсем немного времени прошло, и под Рим прогнулся еще и ряд восточных церквей, в том числе и Константинополь, который еще недавно предавал католиков анафеме. Случилось это на Ферраро-Флорентийском соборе в 1439 году, когда католики с представителями ряда православных церквей подписали унию, то есть союз, на условии признания верховенства папы над всеми остальными христианскими жрецами. На то время над Константинополем нависла угроза завоевания турками, и император очень сильно надеялся на поддержку папы в этой войне, поэтому был готов идти на компромиссы. Так что представителям православия пришлось согласиться с некоторыми нововведениями католиков. Ну или хотя бы не спорить с ними больше, иначе они бы не смогли получить союз. Кстати, интересный факт. Императором Византии в то время был Иоанн VIII, палеолог. Прямыми потомками рода палеологов в наше время является род Гурджиевых-Меркуровых. Ну это так, просто к слову пришлось. Спустя время восточные церкви стали открещиваться от унии. Но на словах можно отвергать все, что угодно, а факты показывают обратное. И факт в том, что принятие ереси состоялось, укрепление власти папы тоже состоялось. И все эти события имеют необратимые последствия на сотни веков вперед. Кстати, на примере этого собора очень наглядно видно, кому вы доверили формирование основ своей религии. Немного окуну вас в атмосферу этого события. Например, начало собора постоянно откладывалось, потому что никак не могли решить, у кого трон должен быть выше, и должен ли патриарх целовать туфлю папе. Уровень подготовки участников делегации тоже был разным. Многие были просто некомпетентны вести богословские споры. Не все в идеале знали Писания и труды отцов церкви. Ну и, собственно, как всегда. Посмотрите на современные заседания чинуш, и вы поймете, что происходило тогда. Ведь ничего не изменилось. Несмотря на все эти высокие саны, это были всего лишь обычные люди, которые раздражались, злились, ругались, спорили. Протоколы этого собора сохранились, так что вы можете сами почитать, как они друг друга обзывали и во что превращался диалог этих представителей высшего духовенства. Добавляли атмосферы еще и банальные материальные вопросы. Папа изначально пообещал взять на себя содержание представителей православной делегации, но слова не сдержал. А собор затянулся на месяцы.
Поэтому гости папы очень скоро остались буквально без средств к существованию. Им даже пришлось закладывать свои вещи, чтобы хоть как-то дотянуть до конца собора. Представьте, как им работалось в этих условиях, и чем были заняты их мысли во время обсуждения спорных моментов вероучения. Это был неплохой рычаг давления, чтобы поскорее склонить людей к подписанию нужных решений. Ну, в общем, как всегда. Я же говорю, люди ничуть не изменились, и методы давления остались такими же. Ведь во время соборов также присутствовали и шантаж, и подкуп, как деньгами, так и должностями. Вот и думайте, кто прописывал для вас каноны, во что вам верить и как вам правильно к Богу идти. Ну да, еще неизвестно, сколько под шумок книг было переписано, а может и уничтожено. И как теперь отследить вообще все изменения, которые были привнесены. Я, кажется, понимаю вашу логику, вы клоните к тому, что осталось ли в учении Христа что-либо неискаженное. И я так понимаю, будет еще один пример. Правильно понимаете. Слышали про так называемую церковную реформу Никона? Да, слышал, это известный факт. Я не помню там деталей, но помню, что двуперстное крестное знамение поменяли на трехперстное. И еще запомнилась эта реформа Никона тем, что массовыми самосожжениями старообрядцев, которые наотрез отказывались принимать новую веру. Значит, представление имеете, о каких событиях пойдет речь. Если коротко, то в чем суть? В то время так совпало, что нашли друг друга царь Алексей Романов, отец Петра I, и монах Никита Минов, оба с охрененными амбициями и жаждой власти. Никон, чтобы вы понимали, мечтал стать новым вселенским патриархом. Ничего вам не напоминает? Реформу протащили под предлогом возврата к правильным истокам веры. Поэтому все прежние книги по богослужению уничтожались, а русские обряды приводились в полное соответствие с греческими. Только вот ирония в том, что Никон в качестве греческих первоисточников использовал уже не оригинальные тексты, а те, что были написаны уже после заключения унии между греками и католиками. Поэтому ни о каком возврате к правильным истокам веры здесь, конечно же, и речи быть не может. И мало кто знает, что на самом деле было ключевое в реформах Никона и что напрямую относится к магии. Это изменение направления движения верующих. Отныне крестный ход вокруг храмов совершался противосолонь, то есть против часовой стрелки, хотя до этого всегда ходили по часовой. А какая разница, против часовой или по часовой? Всю суть этого нововведения поймут только те, кто в теме. В общих чертах скажу, что это связано с направлением движения, с закручиванием энергии. В магии направление движения энергии играет важную роль. И как раз левостороннее движение против часовой стрелки также играет большую роль в достижении власти и богатства в материальном мире. Вы сами можете отследить это на других исторических примерах. Так случилось не только в христианстве. Если кто-то претендует на неограниченную власть, он будет использовать движение против часовой стрелки. И посмотрите теперь на последствия реформ Никона. Фактически, реформы Никона привели к расколу религиозной войне с огромным количеством смертей и укреплению власти единиц над массами. Думаю, этих трех событий вам достаточно, чтобы осознать, что еретики и раскольники – это вы. Причем по вашим же официальным каноническим понятиям. И религия ваша – всего лишь очередная секта. А вы – очень далекие от истины сектанты. И я ведь ничего от себя не прибавил. Это все ваша история. Это решение ваших соборов, ваших жрецов. И это то, что вы сейчас имеете в качестве религии. Вами манипулируют, как хотят. Люди ж идиоты схавают. А по факту все творилось ради власти и желательно безграничной. Да уж, я думаю, что многих здравомыслящих людей эта информация сейчас нисколько не удивила. Уж слишком все гладко ложится на современные реалии. И след тех событий мы видим до сих пор. Так посмотрите, как все искажалось и переделывалось в угоду тенденции времени и частных интересов. Во что превратилось учение Христа? Меня всегда это так удивляло. Неужели никто не замечает пропасти между тем, что говорил и делал он,
и тем, что сейчас происходит в ваших храмах. Неужели вы никогда не задавались вопросом, как из проповедей Христа выстроился такой культ? Кто это все придумал и откуда оно взялось? Что это за фаер-шоу с кадилами вообще? Если бы размахивание кадилом хоть немного приближало человека к Богу, то Христос был бы первым, кто делал это. Но он почему-то кадилом не махал, не выражался и короны не напяливал. Он просто ходил и разговаривал с людьми. Он собственным примером показал, как должно выглядеть настоящее служение Богу и людям. Так же поступали и настоящие белые монахи. Ведь белые монахи – это были не те, кто опирался на Библию. Потому что они знали, что это за книга и кем написано. А кто такие белые монахи? Сейчас существует разделение на белое и черное духовенство, но это всего лишь условность, пародия на то, что было раньше. Ведь изначально мерили их не по одежде, а по делам. Белые шаманы или белые волхвы служили людям, освобождали их от темных сил, от колдовства, для того, чтобы люди могли спасаться духовно. Они не могли нанести вред. А черные жрецы – это всегда были те, кто служил темным силам, миру теней, дьяволу. То есть было четкое разделение. Белые монахи не служили злу и не занимались магией. А потом со временем все исказилось. Знания, которые вели к Богу, перехватили и сделали из них религии, с кучей магических ритуалов. И что в итоге вы имеете на сегодняшний день? Вас лишили выбора, лишили альтернативы. По-настоящему белых у вас нет. Ведь магия не делится на черную и белую. Магия есть магия. И все ваши жрецы всего лишь рабы мелких бесов. Если взять первых христиан, там такого не было. Они действительно шли по истинному пути, и магией не занимались. И магия на них не действовала. Но они были людьми, и их можно было убить физически, что успешно и выполнялось. Например, Павлом, которого вы сейчас так почитаете и называете апостолом. Да Иисус его в жизни в глаза не видел. С какого перепугу он вдруг стал его апостолом? В смысле, в глаза не видел? Да Павел – сатанист. Самый настоящий. Он спал с книгой под подушкой, в которой находились четкие инструкции, как приносить в жертву детей, чтобы обрести силу и добиться власти над людьми. Это чистой воды сатанизм. Убийца истинных последователей Христа. Вот кем был ваш Павел. Это же его слова о себе в Новом Завете, в Деяниях апостолов, где он описывал свои зверства над первыми христианами. Потом, по легенде, якобы увидел Павел яркий свет и услышал голос самого Христа, который сказал ему: «Что ж ты гонишь меня?» И прозрел Павел и уверовал. Серьезно? Вы в это верите? А почему сейчас тогда вы не делаете святого из любого чокнутого, кому являются Иисус, Мария и все святые? Почему-то, когда такое слышишь, что первый вопрос возникает о психическом здоровье человека. А тут какая-то галлюцинация вдруг стала аргументом, чтобы признать Павла апостолом. Причем даже свидетелей у этого события не было. Откуда вообще Павел мог узнать голос Христа, если он никогда не слышал его? И почему же Павел после этого избегал встречи с его настоящими апостолами? Напрашивается вопрос, а не приукрасил ли часом Павел события, чтобы получить как раз признание среди первых христиан, чтобы втереться к ним в доверие? И давайте не забывать, что Павел был иудеем, причем непростым. А перебежчиков в другую религию в то время очень жестко наказывали. Павла же чудесным образом наказание обошло. Так только. Посидел для виду в тюрьме месяцок и продолжил делать то, что начал. И вот здесь кроется разгадка чудесного преображения Павла из жесткого преследователя первых христиан в первоверховного апостола. Все дело в том, что Павлу было поручено тайное задание – разработать новую религию на учении Христа.
Если не можешь что-то победить, возглавь. Эта схема стара как мир. К тому же Павел действительно был очень образован. Я бы даже сказал, специально обучен для такой задачи. В отличие от Петра, который оставался безграмотным до конца своих дней и не умел ни читать, ни писать, и которого Павел использовал как инструмент для достижения своих целей. Ему нужен был человек, который был лично знаком с Христом, чтобы манипулировать этим, играть на авторитете приближенного и убедительно звучать для людей. Словом, ему нужен был предатель, который за славу и власть продал бы все святое. Вот так они стали ходить вместе, проповедовать уже разработанное Павлом новое учение. Неужели люди не заметили подмен? Да, кстати, почему еще людям заходило переработанное учение Павла? Потому что оно было привычным и совсем не новым. На то время самая распространенная религия в Европе был митраизм. И, кстати, если бы не христианство, то мы бы с вами сейчас все бы были митраистами. Потому что уже тогда этот культ был достаточно развит и мог претендовать на звание мировой религии. Ну, правда, это уже был переработанный культ Митры, который принесли в Европу маги из Вавилона. По сути, что сделал Павел? Он переделал культ Митры с опорой на Тору и создал новую мировую религию. Получился такой себе объеврейный митраизм или вселенский иудаизм для неевреев. Религия рабов. Чтобы вы понимали масштабы копипаста, приведу пару зарисовок из того, что представлял собой культ Митры. Например, Рождество Митры праздновали 25 декабря. По легенде, когда Митра родился из скалы, его первыми пришли приветствовать 3 волхва. Правильнее будет сказать 3 магов. Новобранцы в митраизме проходили ритуальные омовения по типу современного крещения. И по удивительнейшему совпадению, у митраистов одним из сакральных действий было причастие хлебом и вином. По сей день христианские священнослужители высокого сана носят головной убор, называемый митрой. А митрополит – это первый по древности титул в христианской церкви. А знаете, как называлась наивысшая 7-я степень посвящения у жрецов Митры? Патер, то есть отец или папа. И символами верховного жреца Митры были фригийский колпак, перстень и жезл, как символ тайной власти. Чтобы представить, как это выглядело, далеко ходить не нужно. Достаточно посмотреть, кто сейчас носит эти знаки отличия. Так что при малейшем исследовании и критическом подходе христианство от Петра и Павла рассыпается, как карточный домик. И на самом деле этот божественный пропагандист Павел нанес истинному учению Христа непоправимый ущерб. Ну а закрепил итоги окончательно император Константин, сделав христианство Павла государственной религией империи. Главное, что он получил от новой религии, это божественное освящение и одобрение своей власти. Отныне восставать против императора стало равно восставать против Бога. Кстати, он сам практически до конца своих дней оставался язычником и принял христианство лишь перед смертью. И то только потому, что его заставили советнички. А то как-то некрасиво получается, такой великий защитник христианства, равноапостольный, как его сейчас называют, а не христианин. Что люди скажут? Таким вот образом вы имеете ту религию, какую имеете. Да уж. И самый главный вопрос, что осталось от настоящего учения Христа. В итоге всей этой аферы Петр получил то, чего хотел. Власть и славу. Такую, как была у Христа. Павел сделал его первым папой римским. Правда, Петр числился лишь номинально. Фактически управлял церковью Павел. Но зато по чудесам Петр, как и мечтал, сравнялся и даже превзошел самого Христа. Чего он только не делал. И мертвых воскрешал, и исцелял больных. Достаточно было его тени упасть на человека, и тот моментально выздоравливал. Но только это все на бумаге. А в действительности ничего такого, конечно же, не было.
Напомню вам, что сам Христос называл Петра Кифой, что значит камень, подразумевая его внутреннюю суть. Он прекрасно видел, что Петр ошивался возле него лишь с желанием научиться магии, чтобы иметь власть над людьми. Да Христос его гнал от себя как худшего из предателей. Он говорил ему: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Эти слова, кстати, первое время помнили представители восточных церквей, которые на соборах выступали против идеи особой роли Петра среди других апостолов. Ведь не только авторитет папы протаскивали несколько сотен лет, но и над образом Петра пришлось конкретно поработать. Шутка, что ли, из трижды предавшего Сына Божьего сделать всеми почитаемого святого, опору, на которой стоит вся церковь? Вот где высший пилотаж пропаганды. Из чертилы сделать святого. А как же слова Иисуса в другом месте в Новом Завете, где он вроде как вручает Петру ключи от Царства Божия? Это правда. Эти слова Иисус действительно говорил. Но не Петру. И не сомневайтесь, те ключи, которые вручил Христос, остались у того, кому он это сказал. На такие вещи никто из людей не в силах повлиять. Скажу так, это не вашего ума дело. Лучше подумайте, на кого вы молитесь и на ком стоит ваша церковь. На двух сатанистах, Петре и Павле. Чего только стоит то, что они делали с христианскими детьми во славу своего Бога. И все ради того, чтобы обрести силу и с ее помощью властвовать над людьми. То, чем они занимались и что передали своим преемникам, это все четкие инструкции, четкий сатанизм. И к спасению души не имеет никакого отношения. Не хочется в это верить, но это факт. Те, кто перехватили власть и сделали научение Христа религию, направили вас на служение сатане. Ваша религия – это культ смерти. Может ли вас привести к жизни то, что строилось на мертвецах? Знаете, где стоит собор Святого Петра в Ватикане? На костях первых христиан, на месте бывшего цирка Нерона, где в качестве зрелища для народа и императора мучительной смертью, растерзанные дикими животными, умирали настоящие последователи Христа. И сейчас под главным алтарем собора, который, кстати, обращен на запад, а не на восток, находится могила самого Петра. Вдумайтесь, труп под алтарем. Вы знали, что до сегодняшнего дня существует закрепленное каноническое правило, необходимое к исполнению, которым запрещается строить церковь без полагания мощей. Обязательно в фундамент будущего храма на месте под алтарем закладываются так называемые мощи. И если кто осмелится нарушить это правило, тот будет отлучен от церкви. Это правило было введено на Вселенском соборе, то есть общим решением всех существующих церквей. Только об этом особо не распространяются. Я что-то не слышал, чтобы об этом говорили. И, скорее всего, за последнее время я первый, кто вам об этом говорит. Ну, честно говоря, я впервые об этом слышу. И неужели под каждым алтарем лежит мертвец? Самое главное, зачем? Для того, чтобы храм стал успешным, за это нужно заплатить. Нужен проводник. И эта традиция уходит далеко вглубь веков. В древности, когда строили крепость, то под первый камень закапывали мальчика. А если строили храмовое, то есть культовое сооружение, то закапывали девочку. И до сегодняшнего дня практически все ваши храмы строились на трупах. Часто это были маленькие дети, и чаще девочки. Закапывали обычно живем. Это имело сакральный смысл. Мучительная смерть под алтарем. Такой мертвец становится проводником в мир мертвых. Человека
умерщвляли живьем для того, чтобы восстановить связь между живыми и мертвыми. Это своего рода портал. Портал в ад. Все это делалось ради прямого кормления мертвых. За это сатана давал своим жрецам успех и власть над другими людьми. Это часть договора. Иначе этот храм не будет приносить барыши и не будет успешным. И чем больше храмов строят, тем больше людей бесследно исчезает. Сомневаетесь? Раскопайте под алтарем, и вы увидите. Слушайте, ну, у меня нет слов. Вы же вначале говорили, что закапывали мощи, а это давно умерший человек. Это уже извращение. Это не играет никакой роли. Для того, чтобы храм работал, проводник должен быть закопан живьем. И посмотрите, это очень наглядно видно, где храмы пустые, а где полные. Казалось бы, построили новый храм, просторный, со всеми удобствами, а туда никто ходить не хочет. И священники долго не задерживаются. А есть какие-то развалины, которые хрен знает где находятся, а туда толпами валят. И никогда такой храм не опустевает. Приход – это доход. А чтобы был доход, нужен проводник, закопанный под алтарем, живьем. Иначе храм не будет приносить доход тому, кто в нем проводит магические обряды. Я не оговорился. Не служение Богу, а именно магические обряды. Настоящее служение Богу происходит в делах. Вот как белые монахи. Они служили людям, а значит и Богу. А посмотрите, как служат ваши черные монахи. Какие таинства совершают. Путь к Богу он открытый и простой. А все, что увели в таинство, загнали в тень, это все служение моему хозяину. Повторяю еще раз. Сомневаетесь? Возьмите любой храм и раскопайте то, что закопано под алтарем. Простите, я перевариваю информацию. Знаете, что самое смешное во всем этом? Что? От вас же на самом деле ничего не скрывают. Все на виду. Просто вы смотрите и не видите. Разве скрывает от вас кто-то, что вашу религию возглавляют черные жрецы? Нет. Они открыто носят свои черные облачения. А у вас это даже вопросов не вызывает. Вам говорят, что это якобы знак смирения, отречение от соблазнов и символ смерти для мира. Мне даже попадалась трактовка, что длинные развивающиеся складки рясы якобы напоминают сложенные крылья ангела, коими стремятся стать монахи. И вот ходят эти мертвые для мира черные ангелы, непогребенные мертвецы, и вроде как служат Богу. Так получается. Почитайте вообще, что такое ряса, откуда она взялась и почему именно черный цвет. Ну, эти рясы – это вообще отдельная тема. Люди фактически придают им магические свойства. Считается, что если прикоснуться к ней или к руке монаха, то что-то за это будет. Считается, что в это время прикасаются чуть ли не к самому Христу. И вот это все со времен Петра пошло, когда даже тень его якобы обладала чудесными свойствами. Вы представляете, насколько жива эта симония? Я понимаю, был Христос. Для кого-то он Сын Божий, для кого-то пророк. Вот он действительно был достоин, чтобы ему целовали руки. Но он никогда не позволял этого делать. Вот в чем разница между ним и теми, кто пришел после него. А кому ты по факту целуешь руки? Черным жрецам? Служителям сатаны? Которые заставляют тебя молиться на крест? На мучение Христово? Я вам уже говорил, посмотрите, какие символы и знаки носят ваши жрецы. Казалось бы, ерунда, какие-то рисунки, узоры. Но это совсем не ерунда. Рабочие знаки управляют миром.
Это реальная высшая магия. Я вам не буду это раскрывать, но вы обратите внимание, какие знаки жрецы используют у себя на одежде и какие знаки у вас в храмах. Откуда они пошли? Посмотрите на символы ваших жрецов, и вы поймете, кому вы уподобляетесь. Ну, я сейчас пытаюсь вспомнить, и ничего, кроме крестов, в голову не приходит. Вам креста мало? Я, когда вижу на теле человека крест с изображением распятого Иисуса, я четко понимаю, что этот человек – раб. Неважно, считает он себя верующим или нет, даже если он просто носит крестик, такой человек – мой раб. И я могу вывернуть его наизнанку, потому что он уже принадлежит сатане. Он носит символ победы сатаны в этом мире, потому что крест – это символ победы сатаны над Сыном Божьим, не над Богом. Сатана никогда не замахнется на Бога. Он не может выйти за свои владения, а владения сатаны здесь, в этом мире. И когда вы молитесь на крест, вы восхваляете победу сатаны над Христом. Это и есть черное место. Посмотрите историю первых христиан. Да даже те, кто построили религии, разве они использовали крест как символ? Нет. Крест это было как позор, орудие пытки, магическое орудие. Первые, кто начал использовать крест как символ победы сатаны над Христом, были маги, а потом уже его ввели в христианский культ. Крест – это позор человечества, боль и страдания Христа. Опять же, символ мучительной смерти. Вы вообще представляете себе, что испытывал Иисус на кресте? Я сомневаюсь. У многих сейчас всплыла картинка из популярных фильмов, как жертва висит себе смирно на кресте и медленно умирает от жары и жажды. Выглядит не очень впечатляюще. Можно просто отключиться и поспать. Так вам кажется? Все эти картинки очень далеки от реальности. Ведь крест в первую очередь был орудием пытки, и те, кто руководили процессом, выверяли все до мелочей. Угол наклона креста, точное место, куда вбивать гвозди, какие мышцы и нервы при этом повреждались. От этого зависело, насколько сильно жертва будет страдать. А теперь представьте себя на месте Христа. Все суставы рук, плечи, локти, запястья вывихнуты практически с первых минут. Весь вес приходится на ноги, которые также пробиты гвоздями. Очень быстро мышцы начинают сводить судорога. Грудная клетка вытянута под весом тела и находится в состоянии постоянного вдоха. И чтобы сделать выдох, нужно опереться на ноги и поднять тело вверх. В отличие от всех этих картинок в фильмах, в реальности, чтобы иметь возможность элементарно дышать, нужно было постоянно двигаться вверх-вниз по кресту. А я вам напомню, что к этому моменту спина Иисуса была изрезана от бичевания. Каждый вдох стоил ему невероятных усилий. Отключиться или потерять сознание означает умереть от удушья. Поэтому приходилось терпеть. И это на протяжении многих часов. Вынести это все и оставаться в сознании – это сумасшедшая нагрузка с точки зрения физиологии. На пределе человеческих возможностей. Вероятно, уже через несколько часов сердце Иисуса стало пробуксовывать. И, скорее всего, в конечном итоге он бы просто получил разрыв сердца. И, кстати, обычно на кресте казнили людей абсолютно голыми. Представьте, какие это страдания, боль и унижение. Но мне кажется, что по-настоящему разрывало сердце Христа, так это то, что внизу стояли люди, смотрели на это все и ничего не делали.
Они позволили каким-то уродам распять Сына Божьего. Сейчас вам рассказывают, что крест – это символ, чтобы помнить жертву Христа. Но то, о чем вам действительно стоит помнить, так это о предательстве, что все предали Его. И Он был на кресте один. И никто не протянул Ему руку помощи. Никто не разделил с Ним Его мучения. Тысячи людей стояли вокруг, и всего лишь десяток воинов охраняли крест. Да толпа за 3 секунды могла их смести, и следа бы не осталось. Но все стояли и просто наблюдали, как медленно и мучительно умирает на кресте тот, кто пришел сюда ради вас, чтобы даровать вам спасение. Вот она, власть сатаны в головах людей. Психология раба, навязанная бесом. Вот она, сила сатаны. Поэтому и идут в маги, чтобы управлять такими рабами, как вы. Я сейчас вспомнил сюжет братьев Карамазовых Достоевского, когда Иисус снова пришел сюда, но его опять схватили и посадили в тюрьму с согласия людей. И это так. Если бы он вернулся сюда, вы бы его снова распяли. Потому что вы бы не узнали ту истину, которую он нес. Уж слишком она отличается от того, чем наполнены сейчас ваши религии. И именно те, кто сейчас громче всех кричат, что они верующие, первые и громче всех бы кричали «распни его». Вы сначала позволили пытать Сына Божьего, распять его. Слова его забыли, а теперь еще и глумитесь над ним. Вы построили свой алтарь на трупе, и над этим всем водрузили крест. Но это еще не вся картина. То, что под алтарем, это одна сторона. А что происходит на алтаре? Центральное действо, главное таинство, которым вы отправляете культ своему Богу, и через которое якобы спасаетесь. Святая месса или причастие – это не прикрытый, оккультный, самый что ни на есть черномагический ритуал человеческого жертвоприношения. Смотрите. Жрец на алтаре, под которым находится портал в мир мертвых, воспроизводит ритуальное убийство Христа. Совершает его расчленение. И этим кормит вас. А вы это принимаете, пьете кровь и едите плоть Христа, тем самым совершая акт каннибализма. Что вы делаете? Вы едите тело и кровь Христа, чтобы обрести его качество. Вам это не напоминает времена, когда ели сердца своих врагов и пили кровь, чтобы завладеть их силой? А ведь так и есть. Это древнейший ритуал теофагии, поедания Бога. Корнями он уходит вглубь веков, когда считалось, что в частях тела находится жизненная сила, и главным ее вместилищем является кровь. Изначально это было человеческое жертвоприношение. Позже человека заменили на животное и со временем перешли уже к символической фигуре Бога из теста. Но сути это не меняет. Это символическое человеческое жертвоприношение. А присуществление, то есть превращение в реальную человеческую жертву, совершает ваш жрец. И вот этим действием вы якобы спасаетесь. И кто вы после этого? Поедающие тело и пьющие кровь. Вам навязывают людоедство, ведь в буквальном смысле слова на святом причастии вы поедаете тело и кровь Христовы. Вы не духом питаетесь, а телом Его и кровью Его. Скажите мне, какое это имеет отношение к духовному? Да вообще хоть к чему-то в человеческом понимании адекватному. Любой здравомыслящий человек бежал бы от этого, как от мерзости.
А вы еще и детей своих тянете. Но ведь в Новом Завете сам Иисус завещал своим апостолам делать так в память о нем. А еще Иисус говорил, что только через любовь спасетесь. А разве вы идете через любовь? Вы идете через желание материальных благ, упиваетесь его кровью и надеетесь на рай? Вам самим не смешно? Ведь это сатана насмехается над вами. Где здравомыслие ваше? Откройте глаза. Вы не видите, что у вас в храмах, которые должны быть святым местом, кругом трупы лежат? Вы вообще знакомы с определением некромагии? Почитайте и найдите, как говорится, 10 отличий. И на иконах у вас тоже мертвые, и молитесь вы мертвым. Вы интересовались вообще, откуда пошла традиция просить, чтобы якобы святые помолились за человека? Это же не со времен Иисуса началось, а гораздо раньше. Откуда ваши жрецы черпают аргументы, что живым нужно обязательно просить помощи у мертвых? Я не знаю, откуда. Эта традиция восходит к ветхозаветным временам кровожадного бога Эля. Это история слова, что, мол, проси, чтобы Авраам помолился о тебе, и ты будешь жив. Или еще опираются на псалмы Давида, что очи Бога обращены к воплю праведников. Но на самом деле исконно всегда было, что Бог откликается на зов и любовь праведников. Это большая разница. Если вы ее не поняли, я вам сочувствую. А ведь что вы делаете, когда молитесь на иконы этих якобы святых? Икона – это образ, прямой адрес к мертвецу. И когда вы в молитвах своих обращаетесь к этим якобы святым, вы делитесь своей жизнью с мертвецом, и ваша сила сливается прямиком в ад. Ведь опять-таки, кто ваши так называемые святые? Вот, допустим, Матрону Московскую сейчас очень хвалят, преклоняются перед ней. Мать Терезу возвели в ранг святых. Давайте остановимся на этих образах. Они всем известны. Поясню на их примере. Так называемая святая Матрона Московская в действительности при жизни была одержима и управляема бесами. И посмотрите, что она делала. К чему сводится ее так называемая святость? Она банально решала материальные запросы людей. Здоровье, деньги и все такое прочее. Разве она помогала кому-то духовно? Нет. Потому что она была бесновата и служила сатане. Если бы она действительно была святая, так как ее преподносят, со всеми чудесами, то она бы вела к спасению духовному, а не исполняла материальное желание, как джин. А ведь до сих пор очень много вопросов возникает по поводу ее биографии. Но почему-то священнослужители предпочитают закрывать глаза на очевидные магические действия, которые она совершала. Хотя на самом деле она даже сама про себя все рассказала. Она сама себя сдала, когда говорила людям приходить к ней на могилу, потому что она там останется. Как принимала, так и буду принимать. Этим все сказано, кто она и где сейчас находится. Поэтому Матрона ваша в аду. Она сейчас камень в портале, причем нижний, чтобы вы понимали. То есть она в рабстве, и любая молитва к ней – это преклонение пред сатаной. А к ней очереди выстраиваются, колоссальные. И не только, чтобы она помогла решить здесь какие-то материальные вопросы, а еще и мертвым родственникам помогла там получше устроиться. Да, действительно, я много историй слышал от знакомых, которые подтверждают, что она до сих пор исполняет материальные желания. Но теперь не терпится узнать, что вы про мать Терезу расскажете. Да, мать Тереза канонизированная святая. Ее имя стало именем нарицательным, как знак милосердия и доброты. А по факту она была жестокой убийцей, которая издевалась над людьми. Это, в принципе, открытая информация. Вы могли уже слышать, что происходило в ее домах для умирания. Она обрекала людей на страдания, оставляла без лекарств, когда можно было еще спасти.
Она запрещала даже обезболивающие, чтобы бедняки страдали, как Христос. В результате многие умирали от болевого шока. Но почему-то, когда сама мать Тереза заболела, то поехала лечиться в одну из самых дорогостоящих клиник в мире. И ни разу не отказалась от обезболивающего, чтобы пострадать, как Христос. Причем она же сама в своих дневниках писала, откуда ей приходили все эти гениальные идеи, как сделать центры, где бы люди страдали и умирали в мучениях. Когда она еще была ребенком, у нее появился голос в голове, якобы голос Христа, который с ней общался на протяжении многих лет, и который в определенный момент сказал ей, что делать и куда идти. И посмотрите в итоге, какую сеть она создала по всему миру. И что немаловажно, сколько собрала на пожертвованиях. Так что ваша мать Тереза – самая жестокая, канонизированная святая, которая убила массу людей просто ради денег, и которая совершала черные мессы. Она служила сатане, и за это получала миллиарды, которые приносила в Ватикан. За это папа ее очень любил и давал всевозможные блага. Ну а ей было достаточно того, что она собирала с людей силу. Показательно еще и то, что под конец жизни мать Тереза очень хреново себя чувствовала, судя по записям в ее дневнике. Как она описывала, что испытывала внутри холод, боль, раздирающую сердце, тьму, и что небеса ей закрыты. А полностью закрывает вопрос о ее святости то, что она сомневалась в существовании Бога. Вот и думайте, каких людей канонизируют и за какие заслуги. Но те, кому нравится обращаться к святым за решением своих вопросов, можете не переживать. Образы таких якобы святых не утратятся. Мой хозяин этого не допустит. Ведь до сегодняшнего дня как-то ж сохранились изображения Петра и Павла. А уже 2000 лет прошло. И вы продолжаете их кормить. Ведь каждое служение в вашей церкви – это плата дани тем, кто эту церковь построил. Петру и Павлу. А через них и моему хозяину. Так что, кому нравится молиться святым, молитесь на здоровье. Все как работало, так и будет работать. Ну, вот, кстати, по поводу молитв непонятно, почему молитвы, обращенные к святым или составленные святыми и обращенными к Богу, используются всевозможными колдунами. Ведь молитва должна защищать человека, в том числе и от темных сил, но при этом колдуны с ними спокойно работают. Ну, чтобы вы понимали, 99,9% молитв – это все магические заклинания. Просто вы не вникали в суть слов, которые произносите. Не понимаете их расстановку и смысл ваших просьб, которые озвучиваете. Это одна сторона медали. Другая сторона. Да, когда-то действительно были даны молитвы как инструмент, который помогал на духовном пути людям. Это были своего рода мантры, которые помогали убрать все лишнее в голове и сосредоточиться. Единственная такая молитва в христианстве, которая сохранилась до наших дней, это Иисусова молитва. Она крайне тяжела к выполнению, но она действительно ведет к спасению. Когда, начиная с простого произношения слов, человек постепенно учится погружаться в глубину и чувствовать душу. Это единственная молитва, которая еще может привести к Богу. Все остальные ведут к сатане. Вы вслушались в слова молитв во время обрядов. С чем вы соглашаетесь? И что вы позволяете над вами читать? Я слышал, что об этом люди уже начинают говорить. И хорошо, что вы начинаете понимать. Мы об этом знали всегда. Даже жрецы, которые проводят над вами обряды, далеко не все понимают, что они творят. Тоже венчание, легализированный приворот, как сейчас его называют некоторые практики. И опять же, обратите внимание, к каким временам и каким персоналям идет отсылка в тексте молитв. Вы хоть знаете, во славу кого вас венчают? Но здесь слишком большой пласт, сейчас нет времени все это раскрывать. Кто захочет, разберется. Я так понимаю, вы имеете в виду персонажей из Ветхого Завета. Но ведь считается, что
Иисус тоже осветил брак, потому что первое чудо, которое он совершил, было как раз на свадьбе, где он превратил воду в вино. Опять это вино. Я знаю, какую реакцию вызвали мои слова о вине в прошлый раз. Что ж, для особо одаренных повторю еще раз. Хотя, чего уж там. Для тупых объясняю. Если вы сами не умеете выстраивать логические связи, придется вам помочь. Давайте начнем с самого факта чуда. Если вы признаете, что действительно такие события имели место быть, то получается, что по-вашему, исследуя тексту Нового Завета, Иисус, который до этого момента не открывал свою истинную суть, вдруг решил себя проявить как Сын Божий среди пьяной толпы на свадьбе. И не придумал ничего лучшего, чтобы показать свою божественную суть, кроме как сделать из воды вино. Чтобы гости на свадьбе еще больше могли набухаться. И сделал он это потому, что об этом попросила его собственная мать. Получается, она тоже хотела продолжения банкета. Так что ли? В чем сакральный смысл всего действия? Хоть один адекватный аргумент приведите мне, зачем Иисусу нужно было это делать. Дайте подумать. Ну, если продолжать вашу логику, то действительно никакого смысла являть чудо перед пьяными не было. Потому что потом они все равно бы это списали либо на алкогольный угар, либо попросту забыли. Ну, а других аргументов, кроме того, что это написано в Новом Завете, у меня нет. Может быть, свидетели какие-то были. И вот многие сейчас так ответили. В этом причина многих ваших заблуждений. Не было этого. Просто таким образом авторы данного сюжета оправдали свое пьянство и безобразие, которое творили. А про вино я уже говорил. Если кого-то так сильно держит эта тема, то возьмите и разберитесь. Откройте Новый Завет, желательно на языке оригинала. Изучите, в каком историческом контексте звучали эти слова, какое значение имело слово «вино» в то время, когда писался текст. Правда, так совпало, что все оригиналы текстов погибли, но есть копии. Придется заморочиться, но зато вы будете точно знать, и не придется никому верить на слово. А коротко я вам расскажу, но рекомендую все же перепроверить. И на библейском иврите, и не на древнегреческом словом «вино» называлось не только алкогольное вино, но и другие изделия из винограда, и сам виноград, и виноградный сок. И даже в копиях утраченных оригиналов Нового Завета, там, где речь идет об этих событиях, используется понятие «молодое вино» или «новое вино». Речь шла о полезном виноградном соке. В то время не было ферментов, улучшающих пищеварение. И поэтому после трапезы, чтобы не страдать, пили это вино. То есть это всего лишь были ферменты, помогающие пищеварению. Тем оно и было ценно. Поэтому в Библии есть сюжеты, указывающие, что и младенцам давали вино, чтобы улучшить пищеварение. Ну и, кстати, по поводу присутствия вина на Тайной вечере. То это было накануне еврейской Пасхи. В период, когда запрещалось употреблять продукты, подвергшиеся брожению. То есть ни дрожжевого хлеба, ни вина по определению на столе быть не могло. Тем более там был Иисус. Вообще это позор, что за столько лет вы даже не смогли разобраться с переводом своих священных писаний. Это показывает, насколько они вам вообще нужны. Если бы хотели, давно во всем разобрались бы сами, и мне не пришлось бы сейчас это все рассказывать. Но кому это надо? Подумаешь, от этого всего лишь зависит какая-то жизнь после смерти. Кстати, о жизни после смерти. Я не договорил про обряды. Что такое ваши погребальные обряды? Ведь это же благословение мертвеца. Делается все, чтобы человек не попал в рай. Вернее, чтобы он точно попал в ад. Стал камнем у портала. Делается все, чтобы живые заботились о мертвых. Чтобы они оплачивали их послесмертную судьбу собственной жизнью. Это дань мертвецам от живых. Подождите, но говорится же наоборот, что молитва помогает мертвому совершить переход, и чтобы он не мог воздействовать на живых. Действительно, там есть период, когда еще можно мертвому облегчить послесмертную судьбу.
Но делается это не так. И даже если все ваши жрецы соберутся и будут читать молитвы, то не смогут это сделать. Если бы ритуалы за упокой действительно работали так, как вам говорят, то мертвые не имели бы сейчас такой власти в этом мире. Вот вам еще одна деталь в общую картину культа кормления мертвых, коим является ваша религия. Конечно, ваши папы будут гнать колдунов из храмов и рассказывать пастве, какие они мерзкие. Потому что зачем им конкуренты на их территориях? А чем они отличаются от этих самых мерзких колдунов? Разве что тем, что сами не понимают смысл ритуалов, которые выполняют. Вот смотрите, когда к колдуну приходит с запросом, он в первую очередь спрашивает что? Крещеный человек или не крещеный? Сталкивались с таким, правда? Да, особенно часто об этом бабушки в деревнях спрашивают. Даже не часто, а всегда. Конечно. Потому что если человек крещеный, то магия будет работать на нем полным ходом, потому что он уже принадлежит сатане. Ведь что такое крещение? Сейчас уже понимая, что такое крест, вы и сами можете продолжить логическую цепочку. Крещение – это момент заключения сделки с сатаной. Фактически вы своего ребенка отдаете сатане. Посвящаете его ему. Вы послушайте внимательно, что вы делаете. К кому в самом начале обращается жрец? И кого он называет Господом? Зачем выстригают волосы? Это пошло с древнеримской традиции выстригать часть волос у раба в знак принадлежности своему господину. Как там Павел писал? Кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы. Вы вручаете свое дитя не Богу, а моему хозяину. Это как в древности были ритуалы, когда родители отдавали одного из детей в жертву, чтобы жить лучше. Так и сейчас. Крещение – это на самом деле акт приношения в жертву. Да, вроде символический, а по факту посмотрите на мир. Символизмом здесь и не пахнет. Поэтому, если ты крещеный, ты раб сатаны. Тебя родители отдали ему еще в детстве. Вы посмотрите на свою религию со стороны. Это культ победы сатаны над Сыном Божьим. Вы возносите славу моему хозяину каждый раз, когда наносите на себя крестное знамение. Проследите, что чертит ваша рука в пространстве, когда вы креститесь. Вы чертите пентаграмму, символ козла, символ Бафомета. Когда-то это был знак, побуждающий к злому действию. И вот вопрос, к какому действию он побуждает людей? Осенять себя крестным знамением – это все равно, что восхвалять Бафомета. Это скрытый символ сатаны. Ну, действительно, в последнее время появилось достаточно много видео на эту тему, на тему крестного знамения, что это пентаграмма. И сейчас, после ваших слов, совершенно по-другому воспринимается то, что многие знаменитости демонстративно используют христианские символы. Крестятся на публике, набивают распятия. Ну и вспоминается, что футболисты целуют крестики во время футбольного матча, ну и так далее. Вот и думайте, на что вы обрекаете своих детей, когда крестите их. Кому вы посвящаете их и себя, когда надеваете на тело крест? Если бы крест действительно был символом служения Богу, то первыми его носили бы истинные последователи Христа. Но они этого не делали, и первым христианам я бы ничего не смог сделать. А сейчас, да, практически все открыты. И здесь не важно, какой крест, прямой, перевернутый, хоть боком. Факт остается фактом. Вы отдаете себя сатане. А если служишь сатане, то хотя бы нужно знать, на что идешь. Высшие в иерархии жрецы четко знают, на что идут. И знают, кому они служат. Но это длинная история. Может, как-нибудь еще поговорим на этот счет. Честно говоря, нет слов. Это просто ужас. Это не ужас. Я вам еще ничего не рассказал. Это так. Всего лишь то, что лежит на поверхности. Вы не знаете, что такое настоящий ужас.
Но рассказывать об этом я пока не буду. Вы знаете, меня больше всего поражает тот факт, что все настолько логично и очевидно, мрак мрачнейший, но никто не замечает этого мрака. Более того, все воспринимают его как свет. Сатана никогда ничего не прячет. У него все на виду. Просто вы настолько глупы, что этого не видите. Вам задурили мозги, надели мешок на голову. Верой называют. И тупо кормят мертвечиной. И это не утрировано, это факт. Откройте глаза и посмотрите. Посмотрите, куда вы ходите. Никто из храма не выходит наполненный силой. Человек после диалога с Богом должен наполняться, а не быть выжатым, как тряпка. И это не про деньги. Я говорю о внутренней силе, о жизни. И самое главное, вы сами поддерживаете все это. С вашего согласия справляется культ служения сатане. Вам жрецы открыто демонстрируют знаки, кому не служат, а вы все равно продолжаете ходить, поклоняться и целовать им руки. За них все говорит жезл, с которыми не ходят. Видели такое? Со змеями. Издревле символ двух переплетенных между собой змей, которые на вершине встречаются мордами друг к другу. Это был символ высшей власти над материей. Такой символ вы можете увидеть на изображениях Бафомета. Ну, понятно, зачем такой знак Бафомету, ведь он действительно обладает властью над материей. Это его мир, его дом. А нахрена этот знак попу? Ответ кроется в одной незначительной детали. В символе Бафомета змеи своими мордами встречаются напротив такого маленького шарика. А в символе высших жрецов на этом шарике будет стоять еще и крест. Его нет у Бафомета, а у жрецов есть. Это потому, что вместе с этим крестом символ обретает дополнительные значения и читается как символ власти над материей во славу того, кто победил Христа. Это символ того, кто дал жрецам власть здесь. Так во чью славу они работают? Во славу того, кто победил Христа. Во славу того, кем им дана была эта власть. Во славу сатаны. Так будьте уверены, высшие жрецы знают, на что они идут, за что служат и кому. А остальные, те, кто носят рясы, просто идут, чтобы пристроить себя на хорошее место и физически тяжело не работать. Продают себя за копейки, всего лишь за то, чтобы им руки целовали. Но здесь важно то, что они делают в храмах и какие обряды проводят. Это все магия, ведущая в землю. И когда люди приходят в храм на службы, они не понимают и не осознают, что все эти танцы с бубном происходят на трупе. И куда сейчас вся эта сила, вся их энергия уходит. Вас обирают до нитки. Почему часто людям становится плохо после посещения храмов? Когда приходишь домой разбитый, и в следующий раз уже думаешь, вроде как и нужно идти в церковь, а душа не лежит, и ноги не несут. Почему человек чувствует себя как будто под колпаком в общении с христианским эгрегором любой масти? Это, кстати, один из самых частых вопросов в комментариях. Почему после посещения храма чувствуешь себя как выжатый лимон? Это ваша плата за общение с христианским эгрегором. Просто вы не знаете, что происходит во время обрядов. И не замечаете, как и когда с вас снимают дань. Для этого все внутри храма так и устроено. Для этого там купола, для этого там рабочие знаки. Почему часто строили с такой помпезностью? Внутри все покрывали позолотой, везде шик да блеск. Чтобы впечатляло, чтобы аж рот открывался от восторга. Или же другая сторона. Когда обычно люди идут в храмы? Когда тебе тяжело, когда плохо, когда хочется что-то попросить, поклянчить. Ну а чем больше ты эмоционируешь, тем больше ты открываешься, и тем больше платишь. Человеку достаточно раз сходить в храм, и он больше уже никогда не отмоется.
и он будет в этом эгрегоре дойной коровой. А если ты уже под эгрегором, то выбраться будет сложно. Да вы сами это 100 раз наблюдали. Как потихоньку начинает ехать крыша у тех, кто часто ходит в храм. И как постепенно человек скатывается в фанатизм. В конечном счете посмотрите на этих верующих, которые словами бегают друг за другом. И какое огромное количество людей в этом мире было убито верующими, которые шли под лозунгами «С нами Бог» или «За Бога». За какого Бога? Не за того, который жизнь дает и души спасает, а за того, который жизнь забирает. Не за того Бога, который заводит людей в портал, а за того, который делает их камнями вокруг этого портала души. За того, который мне силу дает, а вашу силу забирает. И нет лучше места для совершения магического обряда, чем церковь, если туда ходит тот объект, которого тебе заказали. Опять же, за что дерутся жрецы до наших дней? Они дерутся за имущество и деньги. Никто не борется за спасение вашей души. Им плевать, что вы попадете в ад. Они не знают, как спасать души, и прекрасно осознают это. И до чего они людей доводят? До раболепия, под предлогом якобы служения Богу. И вот смотрите, когда происходит какая-то потасовка в храме, когда жрецы дерутся между собой за имущество, обязательно случаются истории, например, кто-то взял, вырвал крест, бросил его, и тот же сам на месте упал и умер. И говорят, что это Бог его наказал. Мол, потому что он на святое посягнул. Это не Бог наказал, а сатана. Потому что вырвали и опрокинули символ его победы в этом мире. Символ его величия. Взяли и опустили дьявола. Бог, наоборот, бы вознаградил, а дьявол такого не прощает. Отсюда и все эти истории, когда во времена воинствующего атеизма переделывали храмы под обычные здания. То и купола на людей падали, и слепли те, кто иконы закрашивал. И много еще других несчастных случаев было. Сатана не прощает посягательств на его владение. Говорят, что храмы защищают от сатаны. Нет, они защищают сатану и его власть здесь. Прозрейте, наконец, сколько тысяч лет стоят храмы, и сколько тысяч лет в них служат жрецы. И посмотрите, как вы живете. Если бы это действительно служило Богу, то вы жили бы уже в раю. Но вы живете в аду. Если ваши жрецы действительно служили бы Богу, то давным-давно утвердилась бы власть Бога здесь, на земле. И его законы были бы законами. Но вместо этого они спорят друг с другом и дерутся до крови. До вашей крови, за власть над вами. Я хотя бы знаю, где нахожусь. А вы пребываете в иллюзиях и мнимой надежде. Говорят, что вера спасает. Вера не спасает. Спасают знания. Ну давайте, покажите мне того, кого вера спасла. Знания спасают, а вера вводит в заблуждение и дает ложную надежду. И я прямо сейчас сделаю Богу гораздо большую услугу, чем все ваши жрецы вместе взятые. Потому что я рассказываю вам правду. Но не обольщайтесь. У вас нет выбора. Вы настолько слабы, что не сможете противостоять. Все, что вы можете, это извиваться в ненависти или жалости к себе. И во всем этом бардаке, где торгуют именем Бога, на самом деле вам преподносят сатану в различных упаковках. И хоть вы внутренне стремитесь, ваша душа чувствует, и как человек вы рветесь к Богу, но сознание – это бесовская порода, и оно создает все условия для того, чтобы вы заблудились. И чтобы все равно через ту или иную религию пришли в рабство к сатане. Вы посмотрите, чем вас пичкает. И вы это все едите. Вам рассказывают, что Бог имеет какой-то гендер. Говорят, Бог гей, Бог лесбиянка. И вы в это верите. А у Бога нет пола. И все это не имеет никакого отношения к Богу.
Это даже не имеет никакого отношения к сатане. Это ваше низменное падение. Это разрушение той морали, которая выстраивалась. Как вы думаете, кто это делает и для чего? Для того, чтобы вы стали свободными или наоборот? Или для того, чтобы убить в вас все, что осталось от человеческого? И посмотрите, как это все сейчас оправдывают. Та же пидорастия. В Библии, в том, что вы называете священным писанием, написано, что это греховно. И тут же Папа Римский одобряет и благословляет это все. Почему? Потому что денег дали. Вот с Далай-ламой недавно случился инцидент. У многих такой шок это вызвало. А вы знаете, я не был удивлен. Насколько я знаю Далай-ламу, он во всех реинкарнациях был педофилом. Как вы думаете, почему он склонен к этому? Он действительно этим страдает, но это не болезнь. Это энергия детей. И почему сейчас пытаются протолкнуть это? Те, кто стоят за этим, те знают, что молодой плод самый сильный. Это те, кто вами управляет. Они давно уже мертвы и знают об этом. В отличие от вас. Вы их воспринимаете совершенно по-другому. Вы настолько рабы, что сами же будете их оправдывать и защищать. И закрывать глаза на очевидные вещи в то время, когда они питаются вашими детьми. В прямом смысле этого слова. А Далай-ламе терять нечего. Сейчас так вообще терять нечего. Это просто какое-то безумие. Сейчас мир сходит с ума. Все понимают, что надвигаются последние времена. И все чувствуют и знают, что бес в голове человека побеждает. Почему? Потому что он диктует вам материальные установки, навязывает желания, логически аргументирует их и толкает на действия. А человек, идя на поводу, совершает глупые поступки. Вы не представляете, сколько зла идет от людей, насколько люди гнилые. Если у вас остались иллюзии, что люди хорошие, я вам расскажу, что происходит на самом деле. Ко мне идут и платят большие деньги, чтобы я снял порчу. Модную нынче болезнь. Ко мне идут и платят огромные деньги, чтобы освободиться от бесов, которых насылают другие люди. Но еще больше, в десятки раз больше платят за то, чтобы направить порчу или бесов на других людей. В соотношении 1 к 10. Здесь эта арифметика хорошо работает. Только 1 из 10 платит, чтобы его избавили от мучений. А 9 приходят, чтобы эти мучения кому-то причинить. И баснословные деньги мне платят за то, чтобы сделать человека мертвым еще при жизни. Вы не представляете, что это. Это как черная яма внутри и тотальная безысходность. Это такие внутренние страхи, которые меняют жизнь человека очень сильно. Это внутренняя боль и страдания каждое мгновение. Когда еще при жизни ты видишь жизнь вокруг, а чувствовать ее не можешь, потому что внутри ты уже мертв. Когда смотришь на окружающий мир, на своих детей, и не можешь испытать даже самую малую радость, хоть малейший проблеск чего-то хорошего. И как бы внешне жизнь такого человека не выглядела счастливой для окружающих, на самом деле он испытывает страшные муки внутри себя каждую секунду. Это самая страшная месть, которую может купить враг. Чтобы человек еще при жизни стал камнем в обрамлении портала. И за это платят в десятки раз больше. И это самое страшное, что один человек может сделать другому. Это одна сторона медали. А с другой стороны, ведь святым же порчи не наводят. Это что нужно было такого сделать, чтобы тебе так захотели отомстить? Все это люди творят сами. Ведь не я это делаю. Я всего лишь исполняю желания людей. А платят за это они. Как платят мне, так и тому, кто дает мне эту силу.
Это же какая ненависть у людей друг к другу? У меня нет ненависти ни к кому и быть не может. Я никогда ни на кого не злюсь, потому что я знаю, что такое человек и что значит носить обиду к кому-то. Но вот подселить кому-то ненависть или навести обиду я могу. И по просьбе заказчиков делаю это на их близких, родственников и друзей. Так что вы даже не представляете, какие на самом деле подлые и меркантильные люди. Неужели к вам вот так запросто приходят и без зазрения совести делают такие заказы? Я не встречаюсь со своими заказчиками. Зачем? Это раньше для воздействия нужно было, чтобы принесли какую-то вещь, какую человек долго носил. А еще лучше кровь. А сейчас зачем? Цифровое фото и имя. И больше ничего не надо. Да и заказчики обычно хотят остаться инкогнито. Пишут мне с левых номеров, присылают заказы через вторых лиц. Но это все не играет роли. Я и так всегда знаю, кто заказал. А почему вы сказали, что именно цифровое фото? Цифровое изображение очень сильно нам облегчило работу. Потому что цифра заключает в себе и передает всю информацию об объекте. Или информацию обо всем, что происходит при записи видео. Как, например, сейчас. Поэтому не сомневайтесь. Мы сейчас с вами очень связаны. Я имею в виду тех, кто сейчас смотрит. И сколько бы раз вы не пересматривали это видео, каждый раз вы будете меня кормить. Поэтому я здесь. Я всего лишь собираю дань. И вы чувствуете и понимаете, что я говорю правду. Но ваше сознание и ваши бесы противятся этому. А почему они боятся и противятся? Потому что чувствуют мою силу. Потому что у нас строгая иерархия. И ваши бесы дергаются, потому что чувствуют мою власть над ними. И самое смешное, что даже зная правду, вы все равно будете так поступать и думать, и мечтать, и все равно будете приходить ко мне, или к таким, как я, и платить деньгами и своей жизнью, чтобы навредить кому-то, чтобы кому-то испортить жизнь. Говорят, сатана лжец. Нет, лжецы – это вы, а сатана всегда говорит правду. Он князь этого мира, ему лгать не нужно. Потому что вы все равно приползете к нему на коленях и будете умолять, просить выгоды для себя. Потому что вы рабы. Рабы своего эгоизма и своей гордыни прежде всего. Ведь многие из вас сейчас, слушая меня, мечтают обладать такой же силой, знаниями и способностями, чтобы мучить других людей. Но я никого не мучаю. Это все ваши желания. Я просто воплощаю их в жизнь. Разве я делаю это? Разве я делаю кому-то зло? Нет, это делаете вы. Мне незачем кому-то желать зла, чтобы платить за это жизнью. А вы делаете это постоянно. И постоянно оплачиваете. Вы оплачиваете исполнение своих желаний своими жизнями. Как так? Как маг может не платить за исполнение заказа, тем более такого, как вы описали? Платят только дураки, которые влезли в магию, но не изучают ее досконально. Которые не понимают, что к чему. А настоящие маги, кто имеет много силы, те имеют много жизней. Это более 10 контролируемых перерождений. Да, это не вечная жизнь. Но кто бы из вас не променял бы все, чтобы получить еще несколько жизней и силу, которая дает власть над другими людьми? Честно ответьте. Мы знаем, что на что меняем, а вы просто транжирите свою жизнь на то, чтобы мы имели власть над вами. Ведь это ваша ненависть, ваше желание навредить кому-то. И вы за это платите. А мы за это получаем силу. Даже сейчас вы кормите меня. Хотя я для этого ничего не сделал. Я всего лишь говорю правду. Я даже не использую силу.
А с каждого дурака, который сейчас бесится, я получаю 10%. И мне это выгодно. И не стоит забывать про эгрегоры, которые реально создаются и реально существуют. Благодаря этим эгрегорам мы, маги, управляем вами. Да, мы, как и бизнесмены, платим налоги. Мы собираем силу и большую часть отдаем. Оставить себе можно лишь 10%. Но поверьте, когда мы собираем много жизней, когда мы убиваем кого-то, то 10% это очень много. Я понимаю, что кому-то это как ушат холодной воды на голову, и что многие начнут беситься, потому что прозвучала правда. Но беситься будут рабы, которые попали в эгрегор и не могут выбраться. Это похоже как рыбки в аквариуме, которые бьются о стенки, а выплыть не могут. Так и некоторые будут беситься от моих слов, но реальность они изменить не смогут. Даже сейчас, слушая меня, многие испытывают эмоциональные качели. От легкого дискомфорта и раздражения до глубокой ненависти и страха. Это говорит о том, что они уже в эгрегоре. И вот этими внутренними качелями и своим внутренним злом они его и кормят. В это время бес забирает их жизни. Когда кто-то за тебя совершает молитвы, они молятся тому, кто дает мне силы. Если вы этого не знаете, то вы лжецы. В Библии, в книге «Бытия» говорится четко, кто такой Бог Яхве, что он был всего лишь младшим сыном Эля. Когда-то это были люди, которые соблазнились властью. Эль был одним из тех, кто работал на сатану. Он обладал неограниченной властью до такой степени, что возвел себя и своих детей в ранг богов. Яхве возглавил целый народ, но этого ему было мало. Он претендовал чуть ли не на место самого сатаны. Он был хоть и младшим сыном Эля, но самым умным и самым продуктивным. И до сегодняшнего дня Яхве собирает дань с каждого. И сейчас Яхве никто иной, как мытарь у самого сатаны, потому что его последователи – люди Яхве. Переделали все чистые учения, которые приносили сюда пророки, и сделали свою религию, за которой стоит Бог Яхве. Именно поэтому от тех знаний, как освободиться от сатаны и зайти в портал к Богу, не осталось практически ничего. Зато есть масса инструкций, как стать камнем в обрамлении портала души. И Бог на троне с бородой – это кто? Разве это тот Бог, о котором говорили пророки? Нет. Бог с бородой на троне, начиная с Зевса и ему подобных, это образ сборщика налогов, мытаря Яхве. И у каждого из вас он сидит в голове. Ему вы поете «Аллилуйя», «Халилуях», что дословно значит «восхваляйте Ияк», «хвалите Яхве». И вы молитесь ему, и каждый, кто обращается к этому образу, обращается к Яхве. Разве Бог может иметь тело и образ? Нет. А Яхве имел. И он до сих пор существует в ваших головах. Это как счет в банке, на который вы отправляете дань. Платите своей жизнью, за что и получаете подачки. И каждый из вас чувствует обман и понимает, что творит. Вы продаете Бога ради того, чтобы получить хоть какую-нибудь кость со стола Яхве. Здоровье, прибыль и власть над кем-то. Всего лишь удовлетворение сиюминутных желаний. Просите ли вы о спасении своей души? Нет. Да и как у мертвого просить жизни? А вот платить своей жизнью мертвому вы можете и делаете это. Вы даже не знаете, откуда этот образ у вас в голове сидит с самого детства. И знаете, что парадоксально? Вот это видео, которое вы сейчас снимаете, станет самым популярным на вашем канале. Вы увидите, как оно пойдет по людям. И фрагментами, и частями оно будет распространяться и на других каналах, самими людьми. Потому что люди подлые.
Они будут отправлять это видео своим друзьям и знакомым, якобы под предлогом ознакомиться с информацией. А на самом деле они будут хотеть, чтобы остальные пострадали так же, как пострадали они. Чтоб другие бесились так же, как бесились они. И чтобы они еще больше платили тому, кто дает мне силу. Люди подлые. И они будут втягивать других в этот коллективный эгрегор. В эгрегор платы сатане. Да, информация, как всегда, впечатляющая. Я думаю, у многих уйдет время на то, чтобы переварить ее, да и перепроверить. Тем не менее, я благодарю вас, что вы нашли возможность с нами встретиться. И я не знаю, увидимся мы или еще снова, но есть один вопрос, который очень просили задать наши зрители, если вы позволите. Что вы? В такой момент я не стану обрывать интервью. Конечно, задавайте свой вопрос. В предыдущих беседах вы упоминали климатический коллапс. И сегодня вы говорили про последние времена. Можете сказать, о чем вы? Что сейчас происходит? Сейчас идет конец света. И конец этого света идет как для вас, так и для нас. Я скажу так, что виноваты в этом мусульмане. А знаете, почему мусульмане? Потому что последний пророк пришел сюда и дал вам ислам, который должен был объединить вас и спасти все человечество. Он сказал вам, как жить и что для этого нужно делать. Но в то время вот эти последователи мытаря Яхве победили. Они все испоганили, потому что впереди оставалось еще 1500 лет. И 1500 лет вы прожили, не думая. А сейчас и они, и вы все стоите на грани гибели, потому что пришел зверь справедливости, зверь пророка, зверь судного дня. Это для вас мистика, а мы его чувствуем и видим, как он разрушает этот мир. Пока он разрушает мало, но с каждым днем он набирает силу. Еще недавно происходили наводнения, извержения вулканов, большие ураганы, и заметьте, люди практически не страдали. И жертв было мало. Но недавно зверь вкусил крови и начал забирать людей. Теперь он подрос. И с каждым разом он будет забирать все больше и больше. Вы увидите, что будет дальше. Это зверь судного дня, который пришел по воле Бога, о котором предупреждал пророк, и говорил: или вы остаетесь верными Аллаху и пойдете за мной, или мир будет уничтожен, и из-под земли выйдет зверь. Он уже пришел сюда. Он пришел за справедливостью. И это не материальный зверь. Но он существует реально. Он сейчас растет и идет по миру. Мы чувствуем его. Мы знаем, что он есть. И мы видим его последствия. И не надо врать, что вы не чувствуете и не знаете. Каждый из вас знает, что идет конец света. Это и есть приход зверя судного дня. Те последователи, которые пошли за Иисусом, они не могли спасти человечество. Их уничтожил мытарь Яхве и его люди. Они же уничтожили последователей пророка и то спасение, которое он приносил для всех, в том числе и для меня и мне подобных. И вы посмотрите, ведь многое из того, что есть у последователей Яхве, вошло и к последователям пророка. Поэтому те, кто сейчас называют себя верными пророку, по факту они верны мытарю Яхве. У меня еще есть масса жизней, которые можно было бы реализовать здесь, если бы мусульмане были преданы пророку. Но они пошли за магами. Они даже Каабу стали обходить по-сатанински, по пути, ведущему в ад, а не так, как ходил пророк, по пути, ведущему в рай, к Аллаху.
Они отвернулись от своего пророка и гордятся этим. Убийцы всего человеческого рода и всей земли. Это они виноваты в том, что погибнет вся планета. И каждый из вас. Из-за мусульман вы все окажетесь в аду. У меня еще есть масса жизней, которые я мог бы прожить в этой сфере, на этой планете. Но теперь мне придется уйти, потому что просто негде будет жить. Это моя последняя жизнь здесь. И конец жизни для вас. Вы считаете, нет никакого шанса? Шанс есть всегда. Но никто же им не воспользуется. Слишком много грязи в людях, чтобы они смогли воспользоваться чистым инструментом. Просто люди думают, что они сейчас на коне. Они давно уже под конем. Для того, чтобы человечество спаслось, нужно создать единый эгрегор, который будет чистым. Вы скажите, разве это возможно в нашем современном мире? Нет. Сейчас масса разных эгрегоров, но все они сводятся к одному доминирующему эгрегору. И изменить что-то нереально. Люди этим шансом не воспользуются. Гордость и глупость им не позволят. Поэтому вы будете видеть, как рушится мир. Вы представьте, как сделать единый, доминирующий эгрегор, который был бы направлен на служение Богу. Я знаю людей. Я давно уже знаю людей. Все, кто должен был служить Богу, служат сатане. Все, кто говорит вам, что служит Богу, служат сатане. Все, кто заявляют себя как верующие, служат сатане. Каждый из вас думает, что служит Богу, а на самом деле служит сатане. У вас единый, доминирующий эгрегор. Это эгрегор служения сатане. И вы думаете, что люди смогут создать другой, сильнее и мощнее, в то время, когда все вокруг рушится? Я в этом сомневаюсь. Из-за мусульман и из-за их неверия и предательства пророка зверь судного дня будет рушить все на своем пути. И вы увидите, как богатство арабских стран и величие небоскребов мусульманских городов зверь сотрет в песок. И вы увидите, как зверь пророка будет пожирать целые страны. Вы это все еще увидите.